Только что здесь, в Пицунде, завершилась встреча двух президентов, лидеров двух стран – Российской Федерации и Республики Абхазия. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, для нас всех большая честь приветствовать вас вновь на Абхазской земле. Благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности. Все те вопросы, которые мы с вами ранее обсуждали на предыдущих встречах, находят решение во благо нашего народа. Планомерно идет реализация положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. В частности, абхазской стороной ратифицировано соглашение об информационно-координационном центре. Считаем, что этот орган будет важнейшим инструментом в борьбе с преступностью. Для Абхазии важно, чтобы мы проживали в комфортных условиях, но и наши гости были бы не лишены этой возможности. Идет активная работа наших внешнеполитических ведомств по координации внешней политики. Идет работа по мероприятиям инвестпрограммы. Объем средств в этом году составит порядка более 2,5 миллиардов рублей. Предварительно были подготовлены и прошли экспертизу, а потом и утверждены все проектно-сметные документы. Особо хочется отметить вопросы, решаемые с помощью инвестиционного агентства. Объемы кредитования составили 1,2 миллиарда рублей. Это реальная поддержка нашему среднему и большому бизнесу. Сегодня будет подписано соглашение о обязательном медицинском страховании. Это важное событие для жителей Абхазии, граждан Российской Федерации. Уверен в том, что все те вопросы, которые мы с вами сегодня обсудим, дадут еще большие возможности развитию нашей страны. И Абхазия, и ее народ искренне благодарны вам за все те решения, которые принимаются в развитии наших отношений. И еще раз хочу отметить, что вот все те вопросы, которые будут озвучены сегодня и будут решаться, будут способствовать укреплению наших отношений. Сегодняшняя дата, 8 августа, это памятная дата для Республики Южная Осетия и для Абхазии. В этот день началась крупномасштабная операция грузинской армии, и те решительные действия, которые были приняты руководством России, дали возможность сохраниться Республике Южная Осетия и, конечно, дали возможности дальнейшего признания наших маленьких государств, за что мы вам приносим огромнейшее спасибо. Уважаемый Рауль Джукович, спасибо большое за приглашение. Как мы с вами и договаривались, мы встречаемся на этот раз вот здесь, в Абхазии, на Абхазской земле. Мне очень приятно снова у вас побывать. Вы практически перечислили все наши направления нашего взаимодействия. Я бы еще, наверное, только вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности республики. Наша объединенная группировка, она развивается на очень хорошей, солидной базе. У нас есть договоренности по дальнейшим шагам. Вы вспомнили сейчас по информационный центр. Конечно, это очень важная составляющая, имея в виду, что и сами граждане Абхазии и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать, что и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю на то, что надеюсь, что вот эта совместная работа будет повышать уровень безопасности
прибывающих здесь туристов. Что касается экономической работы, то вы назвали все эти направления, нет необходимости все это перечислять. В социальной сфере действительно мы подпишем сегодня соглашение, которое дает возможность использовать не только нашу систему медицинского страхования российскую, но использовать прежде всего российские лечебные заведения для жителей, для граждан Абхазии. Ну, в общем, нам есть о чем поговорить, но самое это главное заключается в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Но уверен, что так и будет дальше. Ну, нам нужно только найти наиболее оптимальные пути развития экономики Абхазии, создания новых рабочих мест, создания собственной налогооблагаемой базы. Вот об этом сегодня и поговорим. Иалагоит Аԥсны Урыстәылатәи аҳәынҭқарра бжьаратә еиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра иазкой церемония. Начинается церемония подписания Российско-Абхазского межгосударственного соглашения. Аԥсны аганахьала адокументы напаҵаҩуеит Аԥсны аҳәынҭқарра гәабзиарахьчара министр Цахнакиа Тамаз Мурман-иԥа. Урыстәыла аганахьала адокумент лнапаҵалҩуеит Урыстәылатәи афедерациа гәабзиарахьчара министр Скворцова Вероника Игорь-иԥҳа. Рнапы аҵарыҩуеит Аԥсны аҳәынҭқарра иааиԥмырҟьаӡакәа иқәынхо Урыстәылатәи афедерациатәи лауа, ихымԥадатәи Урыстәылатәи амедицинатә ԥсагаҟаҵара системаҟны абгаԥса рзыҟаҵара аиҿкааразы аусеицуразы аиқәшаҳаҭра. С российской стороны документ подписывает министр здравоохранения Российской Федерации Скворцова Вероника Игоревна. С абхазской стороны документ подписывает министр здравоохранения Республики Абхазия Цахнакиа Тамаз Мурманович. Подписывают соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Сегодня было подписано соглашение между Министерствами здравоохранения Российской Федерации и Абхазии об организации страхования российских граждан, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и о оказании медицинской помощи в соответствии с этой системой. Имеется в виду оказание помощи и специализированной, и скорой, и высокотехнологичной разных видов. Над этим соглашением мы работали в течение последних нескольких месяцев. Отработаны механизмы финансово-экономические, они согласованы с финансово-экономическим блоком нашей страны. И мы надеемся, что в ближайшее время это соглашение будет ратифицировано и, соответственно, уже мы сможем в соответствии с ОМС оказывать медицинскую помощь, а не просто в качестве нашей гуманитарной помощи. По данному соглашению принят также план мероприятий по его реализации. И в соответствии с этим планом будут проводиться технические вопросы реализации этого соглашения. И оно, надеюсь, после успешной ратификации в парламентах двух стран вступит в силу. Это соглашение передадим в парламент после того, как они выйдут из летних каникул. Я думаю, что на осенней сессии это соглашение будет рассмотрено. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, коллеги, для нас, для всего народа Абхазии, большая радость и честь принимать президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере межгосударственных отношений Абхазии и России, о прочных связях союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами и народами.
Нынешняя встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере. Была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня. Конечно, в первую очередь мы обсуждали вопросы социально-экономического развития Абхазии. Как известно, Российская Федерация оказывает большую финансовую помощь по линии инвестиционной программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые инфраструктурные проекты, развивать экономику, строить дороги и коммуникации, возводить объекты социальной значимости. В нынешнем году объем финансирования в рамках инвестиционной программы превысит 2,5 миллиарда рублей. Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным инвестиционной программой. Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии Российского инвестиционного агентства предоставлено 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этой программе в Абхазии начал успешно развиваться целый ряд производств. В первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет нам надеяться на серьезный эффект с точки зрения развития собственной экономики Абхазии в ближайшей перспективе. Учитывая эффективность данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по данному направлению. Это позволит ускорить темпы социально-экономического развития, увеличить число рабочих мест, расширить налогооблагаемую базу в республике. С момента признания Российской Федерации и Республики Абхазия в 2008 году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в 3,5 раза с 7 миллиардов до 24,5 миллиардов рублей. Импорт возрос с 6,2 до 19,1 миллиардов рублей. Экспорт с 0,9 миллиардов рублей до 5,5 миллиардов рублей. В целом мы отметили позитивную динамику реализации положений Абхазо-Российского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной было ратифицировано соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного Центра органов внутренних дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьезным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране. Продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск, вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением. Продолжается взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Реализуются механизмы координации внешней политики, в частности в формате женевских дискуссий. Активно развивается сотрудничество в сфере культуры, образования, гуманитарной деятельности. Хочу отдельно подчеркнуть, что вопросы, которые мы ранее обсуждали в рамках наших встреч с президентом Российской Федерации, находят решение на благо наших граждан. В частности, вопросы создания более комфортных условий пересечения государственной границы. Можно констатировать повышение скорости и эффективности пограничных и таможенных процедур, заметное сокращение времени ожидания граждан на пунктах пропуска. В этой связи мы заинтересованы и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству в максимальном облегчении условий для экспорта абхазских сельхозтоваров в Российскую Федерацию. Предполагаем, что для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный контроль, необходимо задействовать уже существующие механизмы, в частности, предусмотренные рядом соглашений в таможенной сфере. Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем объеме поставлять российскому потребителю качественную, экологически чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей. В завершение хочу поблагодарить лично президента России Владимира Владимировича Путина за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ вам за это искренне благодарен. Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнерства, будет и впредь развиваться на благо наших народов. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Рауль Джумкович, дорогие друзья, мы с президентом Абхазии провели действительно обстоятельные в доверительном ключе переговоры. 9 лет назад, как известно, после драматических событий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и с тех пор проделана
большая работа и достигнуты значимые результаты в вопросах укрепления государственности республик. Абхазия – важный партнер и союзник России, с которым нас объединяют общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемирную политическую поддержку. Со своей стороны, абхазское руководство предпринимает последовательные шаги, нацеленные на упрочение международно-правового статуса республики. Отмечу, что в рамках тесного партнерского диалога успешно развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, парламентов, институтов гражданского общества. Набирают силу межрегиональные связи и контакты, гуманитарные контакты. На сегодняшней встрече особое внимание было уделено вопросам становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной, самодостаточной экономикой. На создание условий для долгосрочного, устойчивого роста нацелена и инвестпрограмма, о которой только что президент говорил. Объем ее финансирования составляет на 2017-2019 годы около 6 миллиардов рублей. Россия традиционно является основным экономическим партнером республики. В январе-марте наш товарооборот увеличился на 6,5%. Большую часть абхазского экспорта в Россию, как известно, составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи. С учетом введенных нами в 2014 году ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран, у Республики Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок. Договорились укреплять прямые связи предпринимательских кругов. Особая роль здесь принадлежит регулярным российско-абхазским деловым форумам. Очередной, 8-й по счету, состоится в конце этого года в Сухуми. Напомню, что при поддержке российских банков осуществляется целый ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. Рассчитываем, что все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни. Президент действительно ставил вопрос о изменении порядка таможенного оформления, проверки работы фитосанитарных служб. У нас есть определенные здесь идеи, я думаю, что мы в ближайшее время их реализуем. Мы с Раулем Жумковичем обсудили вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Между нашими странами подписано уже более 100 документов. Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности и охраны границ, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах. В частности, на днях вступило в силу соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Абхазии. Цель – повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминалу. Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию. Большое социальное значение будет иметь только что подписанное соглашение, предусматривающее распространение системы обязательного медицинского страхования России на проживающих в Абхазии российских граждан и оказание им медпомощи в лечебных организациях России. Развиваются культурно-гуманитарные связи. В августе 2016 года с успехом прошли масштабные дни России в Абхазии. В текущем году реализуется мероприятие культурного сезона «Россия-Абхазия-2017». В ходе переговоров договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Закавказье. Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии. В заключение хотел бы выразить уверенность, что выполнение договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшнего визита, внесет ощутимый вклад в дальнейшее укрепление российско-абхазских отношений. Хочу вас поблагодарить, уважаемый Рауль Жумкович, и всех ваших коллег за теплый, радушный прием. Спасибо.
يخي مياس زي بلردارة تقدوا بحنكارة بخاعة تشيرتش يخي يحموا أيو تسرعيت جرغورا ورستوي حي زعزاشا حي ببرا حي مدرا حوسي تورتش يخدر نزلنا يالو كارابيو بيخبير نبس سيرز أيكو شحاترا يزبانزر أيكو شحاترا يحناتو دالشارة بزيكوا حواجلر عكيب تخرار رورا ورستولا يوي بشمال حضرتو كرش أريا أيكو شحاترا كرش بساتسونوس عدو راح تشتي حزب شيشتي خيشوش بزيف أيكو شحاترا في الكارا خدشة خلقنا نباتسير مياسيت министри ورستولا министри نباتسير تسبيانا قدوك مرتسوك وريا أيكو شحاترا نوسو ريالا قد أرياش بسنترانزا يحوض الشارع يخا شزنك يتاسف حخوت ويابخي بيسفخان يخي حمو تقل زاش الشارع حناتومز أشيمز زماز زيجي عرب سنة يحطوها تسخل على رترا جوكي يجدرو ديبزين ريحم حرقي زالشون كرتو على الخضر خون يخد بي حيوك شعاتر يحناتو دال الشارع ورستولا يوي بشنو حضرتو كرشا يحتو خد سخر على حارترتو دارت سقدوهم بحيزس بخزو